Лектории, квизы, интеллектуальные игры и квесты в столице Коми в эти дни проходит фестиваль науки для детей и молодежи. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию. Здесь можно и зуб мамонта потрогать, и лекцию об авторском праве в соцсетях послушать. Александра Головина почерпнула для себя кое-что новое. Сорбент для очистки нефтяных загрязнений, феромонные препараты для защиты леса от насекомых-вредителей или например, комплексная добавка для животных на основе хвойной зелени. Здесь представлена, конечно, лишь малая часть достижений Коми научного центра. Детям разработки представляют максимально доступные, по большей части, в игровой форме. В этом коричневом камне с трудом узнается коренной зуб мамонта. Но факт есть факт. Находку весом 8 килограммов обнаружили на берегу Печоры. Но такие экспонаты интересны больше музеям, чем ученым. Последние заняты инновационными проектами и предложениями, а их у Коми научного центра в достатке. Нас впечатлила больше всего конструкция, которая убивает жуков. Они чувствуют запах и умирают, взрываются и падают. Летят на них, ударяются, теряют сознание и попадают. Феромонные ловушки – гордость Института химии Коми научного центра. Еще керамические композиты, уникальные текстильные материалы, лекарственные препараты. Ищите на полках аптек уже скоро. Показать науку для детей в новом свете. Через игровые технологии, через увлекательные, доступные лекции, чтобы наши детишки поняли, что наука – это не только для избранных мужей, но она достаточно интересна и для молодого поколения, что она может захватывать, будоражить ум и, так скажем, пробуждать вот эту любознательность. Главной площадкой фестиваля стала Республиканская академия госслужбы. Для научного центра этот опыт первый и, похоже, очень удачный. Научный квиз юным интеллектуалам точно пришелся по душе. 6 команд, это студенты региональных учебных заведений, выясняют, кто же из них самый умный. В этой игре победил Сыктывкарский лесопромышленный техникум. Если в первой лектории у нас присутствуют такие маститые, именитые ученые и представители научного сообщества Республики Коми и России, то во второй части лектории от Science Cafe мы постарались пригласить именно молодых ученых, которые бы могли рассказать о своих исследованиях и о своем пути в науке, как они вообще заинтересовались наукой. Приключения Индианы Джонса или серьезная наука, что же из себя на самом деле представляет археология, а еще уникальные возможности человеческого тела, органические продукты и инструкция по применению синхротрона. Полное погружение в научный мир и никаких сложных терминов и формул. Поколение Z удивить сложно, но все-таки возможно. Александра Головина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.